Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. 45 тысяч бюджетных мест появится в вузах России в ближайшие 2 года. Какую часть из них получат регионы? Считанные дни остаются до начала выборов главы Нерюнгринского района. Наш корреспондент узнала о готовности участковых избирательных комиссий голосования. Ветеранам Великой Отечественной войны подарили сертификаты на прохождение магнитно-резонансной терапии. Сколько участников Великой Победы проживает сегодня в Якутске? Владимир Путин призвал не вводить население страны в заблуждение относительно механизмов регулирования цен. Рост цен съедает доходы граждан, но на точечные меры полагаться нельзя, заявил президент в своем послании Федеральному собранию. И напомнил, что это приводит к пустым полкам, приведя в пример 90-е годы и конец 80-х. Сейчас даже на пике эпидемии власти такого не допустили. При этом пандемия нанесла удар по благосостоянию людей по всему миру, подчеркнул глава государства. Не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования. И нужно их использовать только вовремя. И в том объеме, который необходим для и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает. Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост. В ближайшие 2 года в российских вузах откроют еще 45 тысяч бюджетных мест. Порядка 60% выпускников школ этого года смогут поступить на бюджетные места. Об этом также сообщил президент страны, выступая с посланием Федеральному собранию. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию нет ни в одной стране мира, отметил Путин. Также глава государства отметил, что в ближайшие 2 года откроют еще 45 тысяч бюджетных мест. Из них не менее 70% получат регионы. Региональным вузам, хотя мы федеральный вуз, но вузам, которые работают в регионах, будет увеличено число целевых мест федеральных. Для нас это крайне важно. Особенно нам это важно для того, чтобы работать с нашими детьми и будущими студентами в арктической зоне. Это сложно очень. Там ребята просто не получают полного объема знаний. Вот. И когда сюда приходят уже на вступительный экзамен, то им поступать трудно. Вот. Если эти целевые места будут, и мы целевым образом их направим как раз вот на зону Арктики, то это было бы очень полезно для нас и очень важно. Штраф за выезд на закрытую ледовую переправу для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Админкомиссия Якутска и ГИБДД начнут проверять соблюдение запрета на движение по уже закрытым ледовым переправам в ближайшее время, сообщает ведомство. Между тем, спасатели уже выявили нарушителей на зимнике Якутск-Нижний Бестях. Для должностных лиц штраф составит от 12 до 15 тысяч рублей. Для юридических – от 100 тысяч до 1 миллиона. Напомним, ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях официально закрыта с 19 апреля. Тем временем дорожный конфликт назрел между руководителями одной из школ Удачного и родителями, которые заезжают на территорию учреждения, когда привозят детей на уроки. Водителей не останавливает ни ограждение, ни шлагбаум, ни знак «Движение запрещено». Последние на территории школы установили не так давно. С некоторых пор у нас возникла большая проблема, когда, особенно в утренние часы, в массовом порядке папы подвозят детей к самому крыльцу школы. Все наши действия, мы фотографировали номера, мы делали замечания, воспринимается крайне агрессивно. Владельцам стоит помнить, белый круг с красной окантовкой разрешает въезд только спецтранспорту. В данном случае автомобилю Почта России и машине, доставляющей продукты. Въезд других машин на придворовую территорию грозит наказанием. В случае нарушения правил, знаков правил дорожного движения составляется административный протокол в отношении водителя, нарушившего правила дорожного движения. Штраф 500 рублей. Возьмем по контроль соблюдения правил дорожного движения и будем
привлекать к ответственности тех водителей, которые нарушают правила дорожного движения Российской Федерации. Один день остается до начала выборов в Нерюнгринском районе. Напомним, на пост главы района претендуют 4 кандидата, представители разных политических партий. Досрочные выборы пройдут в течение 3 дней с 23 по 25 апреля. Екатерина Павлова проверила готовность участковых избирательных комиссий к голосованию. Создание условий для беспрепятственной реализации гражданами своего избирательного права – ключевая задача избирательных комиссий. В преддверии выборов в Нерюнгри ежедневно проходит обучение членов комиссии процедурным действиям, прописанным законом. На различного рода семинарах и практиках члены территориальной избирательной комиссии обыгрывают ситуации дня голосования и подведения его итогов. Наша комиссия работает уже 3-й год. Это уже не первая наша избирательная кампания. Стараемся по максимуму подготовиться, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Сегодня все избирательные комиссии в районе подготовлены и обеспечены всем необходимым для проведения многодневного голосования. На участках дежурят члены участковых комиссий по приему заявления о голосовании вне помещения или на дому. Участковые избирательные комиссии у нас полностью готовы, дежурства идут, заявления люди пишут, обращаются. У нас их на сегодня уже 140 таких заявлений. Это часть из них, конечно, те, которые нам подали необходимые службы, как Управление социальной защиты, в которых их подопечные по состоянию здоровья именно не могут прибыть на избирательный участок, так называемые надомники, к ним будут выезжать участковые комиссии. Сегодня для нерюнгринцев созданы все условия реализации их избирательного права, и каждый имеет возможность выполнить свой гражданский долг. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В канун празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, узникам концлагерей, а также блокадникам Ленинграда в Якутске подарили сертификаты на прохождение магнитно-резонансной терапии. Сотрудники частной медицинской компании «Виктори Клиник» встретились с членами Совета ветеранов столицы, а также пришли в гости к Валентине Васильевне Ефремовой. Как вспоминает ветеран, ее призвали в 1941 году в 17-летнем возрасте. Девушка служила медсестрой в 4-й ударной армии Балтийского фронта. Прошла всю войну и в мирное время до выхода на заслуженный отдых работала в больнице. В Якутске сейчас живут 36 ветеранов Великой Отечественной войны, 20 блокадников и 5 узников концлагерей. Нас-то вот делает, нам хорошо, а вокруг нас-то народу-то больше, чем нас. И мне как-то даже стыдно, что он мне больше внимания обращает, чем другому человеку, тем живущим рядом со мной. Вот я хочу всем хорошо. Новый мороза- и износостойкий материал начали разрабатывать якутские ученые. Аспирант СВФУ Прасковья Тарасова занимается изучением нового вида пластика с добавлением полимерных композиционных материалов уже 4 года. В 2019-м ее разработка получила патент, а сейчас девушка планирует получить грант на дальнейшее изучение и производство материала. Морозостойкий пластик подходит для деталей больших машин и может прослужить намного дольше. Прасковья также рассказала, что новый вид пластика достаточно универсальный и пригоден для использования в иных, отличных от машиностроения сферах. В 2019 году по нашим разработкам был получен патент Российской Федерации, а также были опубликованы работы в рамках различных научных конференций различного уровня. Сейчас мы проводим совместное исследование с Институтом механики Московского государственного университета. Данный материал является достаточно универсальным, он также может использоваться даже в космонавтике в качестве изоляционного материала. К этому часу у меня все. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию в общественных местах. Увидимся чуть позже на телеканале Якутия-24.